Прямо перед майскими праздниками несколько деревянных домов по улице Лермонтова в Якутске были отключены от газа. Сейчас на очереди на отключение стоит дом по улице Шевченко. Возмущению людей нет предела. Они говорят, что газовые службы заставляют людей платить по 2000 рублей с каждой квартиры за диагностику труб. Но в основном в этих домах как раз живут малоимущие, инвалиды, пенсионеры, у которых каждый рубль на счету. И люди не готовы платить за эту диагностику. В ситуации разбиралась наш корреспондент Сусанна Ружина. Прямо перед майскими праздниками несколько деревянных домов по улице Лермонтова были отключены от газа. Сейчас на очереди на отключение стоит и дом по улице Шевченко. Возмущению людей нет предела. Газовые службы заставляют людей платить по 2000 рублей с каждой квартиры за диагностику труб. Но в основном в этих домах живут малоимущие, инвалиды, пенсионеры, у которых каждый рубль на счету, и люди не готовы платить за эту диагностику. 29 числа перед праздником взяли, отключили газ. Ну, вот именно, ничего не подогреть у нас, а проводка у нас ужасная тоже. Вот человечески могли бы людям навстречу пойти, что хотя бы на праздники, ну, людям могли бы после 9 числа остановить это все. На прошлой неделе были отключены дома по Лермонтова. Для подключения газа им необходимо проведение технического диагностирования. Да? Для этого им надо заключить договор с экспертной организацией. У нас заключены с ними договора. Дело в том, что по договору идет и техобслуживание. Но это же диагностика, это считается техобслуживание. Почему тогда они в квитанции все это не включали, что ли? Мы вот этого никак не можем понять. Сразу должны выложить 2000. 2000 для нас, пенсионеров, это очень сложно, очень тяжело. Мы очень за многое что платим, за то, что того, чего и нет. Поэтому мы очень возмущены. Пенсионеры живут, я инвалид 3-й группы. И тут требуют по 2000 за вот эту диагностику, сразу оплатить. Ну, это, мне кажется, просто очередное высасывание денег и все. А по идее, почему мы-то должны почему диагностику делать? У нас что-то все возмущаются насчет этого, все жильцы. Я считаю, что должны ее сделать, диагностику, потом раскидать эти деньги на всех, я еще так согласна. Когда мы будем платить за газ, мы ее внесем, ради бога, если у нас трубы нормальные. А потом, где гарантия, если мы сложим, а трубы у нас ненормальные после диагностики? Дело в том, что можно было бы на плитке варить. Во-первых, очень дорого. А во-вторых, у нас, когда меняли электропроводку, в связи с тем, что у нас газ, у нас поставили двухжильные провода, которые не выдержат просто. Мы сгорим от этих плиток. И что, сгореть от газа или сгореть от плиток? Так получается. Они просто хотят уничтожить народ. Только лишь так, это получается суицид какой-то общий. Прежде всего вопрос безопасности, да, жильцов. И то, что дома аварийные, это им в первую очередь необходимо еще проведение технического диагностирования, потому что экспертиза, она выявляет именно остаточные, скажем так, ресурсы газового оборудования, то есть возможно ли дальше вообще пользоваться. То есть именно в первую очередь это делается ради их безопасности. В Якутске более 200 домов подлежат отключению от газа из-за того, что у них вышел срок эксплуатации газопровода. 52 дома уже отключены. И всем жильцам этих домов необходимо провести диагностику, или управляющие компании от имени жильцов могут заключить договоры с экспертными организациями на проведение техдиагностики. Сусанна Ружина, Семен Семенов, Павел Пахомов, Якутск.